Обал – слово с глубоким смыслом. Есть в казахском языке слова истории, слова титаны, потому что они содержательны и имеют глубокий смысл. Обал – как раз один из таких. Прямого перевода на русский нет, все зависит от контекста, но первичное значение остается – предосудительное вредительство. Обал, например, когда хлеб валяется на земле, когда намеренно вредят человеку, достойному лучшего, когда не ухаживают за старым человеком, ребенком, когда портят своими поступками кому-то жизнь, меняют маршрут судьбы человека в худшую сторону. Обална қалма, обал болады ғой. Не причиняй вред, не совершай зла, не бери грех на душу. Примерно так можно перевести. Этим словом издревле и до сих пор в семьях традиционного уклада воспитывают детей. Обална қалма, всегда будь человеком. Помни о главном, не морай душу и руки. Обална қалу – одно из страшных деяний, сродни проклятию. Например, украсть девушку без ее согласия, испортить ей жизнь, репутацию – тоже обал. Объедать сироту, отбирать чье-либо имущество, клеветать, подставлять, делать подлости – это все обална қалу. Того, на чьей совести такие дела, рано или поздно настигает возмездие, верят в народе. Если у вас в доме есть домбра, но она пылится где-то на полке, валяется под ногами, если на ней никто хотя бы изредка не играет, не дает струнам петь, это тоже поведение из категории обал. Как и не обеспечить надлежащий уход домашней животности, заставлять работать лошадь, к примеру, без продыха, не напоить вовремя коров, овец, кур, любой скот, тоже обал. Причинять обал нельзя ни живому, ни мертвому. Врать или говорить плохо об усопшем, валить на него грехи, ругаться во время похорон, вести себя вызывающе в доме, куда пришло горе. Обал. Такое недопустимо. Пусть не будет ни нам, ни нами причинен никому обал.